Здравствуйте! Сегодня на портале ИСЯ очередной выпуск программы «Акцент». Сегодня наши гости – кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия Елена Васильева. Тема нашей беседы – государственная гражданская служба. Мы обсудим аспекты, связанные с научным исследованием потенциала государственного аппарата, итоги административной реформы, а также затронем такой вопрос, как доверие и отношение граждан к чиновникам. Елена Александровна Васильева, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра социальных проблем труда Академии наук Республики Саха-Якутия, автор монографии «Управление социальным потенциалом государственной гражданской службы на примере Республики Саха-Якутия. Область интересов, социология, государственное и муниципальное управление». Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. У нас очень такая тема объемная. Скажите, пожалуйста, вообще само понятие государственная служба, государственный аппарат, откуда там корни, история? Государственная служба возникла одновременно с возникновением государства как социального явления. Наличие развитого государственного аппарата – это один из признаков государственности вообще. На настоящий момент в мире у нас сложилось три основные модели, каждая из которых имеет свои исторические корни. Первая модель – это классическая бюрократия. То, что без негативных каких-то ассоциаций, а именно бюрократия в смысле рациональное управление. Это западноевропейская модель, которая возникла еще в средние века и сложилась в окончательном виде к началу XIX века. Она описана во множестве трудов. Это формальный подход, это профессионализм, это безличностное отношение к населению, то есть такая классическая бюрократия. А вторая модель – это либеральная модель Соединенных Штатов Америки, когда государственная служба носит откровенно вторичный характер. То есть первичным является политика и местное самоуправление. И уже государственное управление идет снизу вверх. И есть третья классическая модель – это азиатская бюрократия. На настоящий момент самым ярким ее представителем является, конечно, Китайская Народная Республика. После распада Советского Союза у нас 90-е годы это был период такого стихийного развития не только экономики, но и в том числе государственной службы. И к началу 2000-х годов мы пришли с таким несколько противоречивой моделью госслужбы. То есть, с одной стороны, это были заимствованные из имперского опыта принципы поведения, но в то же время еще с сохранившимися какими-то тенденциями и советской партноменклатуры. В связи с этим возникла необходимость проведения административной реформы. Мы с вами плавно подошли как раз к этому этапу. С какого года проводилась эта административная реформа, и, может, она еще и продолжается? Какие-то есть, наверное, итоги? Я, насколько знаю, вы проводили очень такое масштабное научное исследование. Расскажите, пожалуйста. Да. Спасибо за такую оценку. Действительно, административная реформа в Российской Федерации началась в 2003 году. Последний, третий этап, он считается завершенным, но не вполне удачным. Результаты получились, следующие. Первое исследование показало, что социальный потенциал государственной службы в республике очень высокий. Честно говоря, мы сами не очень ожидали такой результат, но получилось, что действительно государственная служба республики, она имеет гораздо лучшие показатели, чем общефедеральные, общероссийские показатели. Но так, в частности, например, наш средний возраст госслужащих достаточно оптимален. У нас более оптимальная, чем в Российской Федерации, гендерная структура, то есть соотношение женщин и мужчин, занимающих должности в органах государственной власти. У нас очень высокий образовательный уровень. У нас очень хорошая структура по видам образования. У нас, как правило,
стремятся люди к тому, чтобы хотя бы каким-то образом повысить свою квалификацию именно в сфере, в которой они осуществляют государственное управление. Это очень хорошие тенденции. Единственная такая тревожная, это не негативная, но тревожная несколько тенденция, это то, что у нас очень высок процент тех, кто начал работу до начала реформы. То есть кто имеет стаж государственной службы более 10 лет. Но это не обязательно негативно. Вот как раз на третьем этапе, когда мы изучали уже мотивацию госслужащих, мы обнаружили, что мотивация госслужащих зависит от стажа и от возраста. Условно их можно разделить на 3 группы. Первая группа – это молодые чиновники, которые молодые и в силу возраста, то есть это возрастная группа до 30 лет, и в силу стажа работы. Их стаж работы, как правило, от года до 3 лет. Они мотивированы на достижение каких-то таких общегуманных целей. Они действительно очень заинтересованы именно в управлении, в развитии управления. Но, к сожалению, они не могут получить реализацию этих своих мотивов в ходе своей работы. И те, кто уже находится в возрасте старше 30 лет, госслужащие, и имеют стаж работы госслужбы от 5 лет и выше, от 5 до 10 лет, они уже гораздо менее ориентированы на какие-то вот такие вот достиженческие мотивы. Они ориентированы больше на личностное достижение, то есть на личное развитие. Вот среди них довольно большой процент тех, кто мотивирован на материальное благосостояние. Хотя таких вообще в целом по нашей госслужбе обнаружилось не так уж и много. Это их процент составляет 18,7%. Остальные ориентированы на стабильность, на вот удержание имеющегося статус-кво. Ну и, наконец, третья группа – это те, кто имеет старший возраст, это предпенсионный и пенсионный возраст, и стаж работы у них, конечно, как правило, больше 10 лет, это 15-17 лет вот в среднем. Их, к сожалению, у нас в разных органах власти по-разному, но в среднем где-то больше 25% по органам власти. Это неплохо, это люди с большим опытом работы, но этот их опыт работы заставляет их, он диктует им форму работы в старых форматах. И им очень тяжело воспринять вот те инновации государственного управления, которые требуются в рамках административной реформы. То есть они, например, очень с большим трудом воспринимают такую вещь, как клиентоориентированность госслужбы. Они никак не могут перейти вот на эту систему государственных услуг. Они не понимают, что государственные услуги и государственное управление – это взаимосвязанные вещи. Для них важным фактором является властный статус. И поэтому они немножко тормозят развитие административной реформы. Вот вы сказали, основной проблемой является отсутствие мотивации. А что тогда остается? Как мотивировать тогда чиновников? Мотивация чиновников, вообще мотивация персонала – это очень большой пласт управленческой науки. Управление персоналом на 30% – это как раз управление мотивацией. Формирование мотивации, формирование необходимых устремлений, ориентация на потребности, выявление этих потребностей и подобного рода мероприятия. Существует большое количество разных методик, но в отношении госслужбы там существует такой аспект, что государственная гражданская служба тесно связана с населением. И мотивировать чиновников материальными мотивами недостаточно. Вот как показало наше исследование, повторюсь, достаточно небольшой процент госслужащих ориентируется на материальную составляющую. Они удовлетворены. То есть их удовлетворяет уровень заработной платы, их удовлетворяют условия работы, их удовлетворяет их внешний статус. Они ориентированы либо на саморазвитие, и тогда это значит, что нужно фактически подходить индивидуально к чиновникам, каждому из них, для того, чтобы выявить их потребности. Либо они мотивированы на уже стабильность, на гарантии, на сохранение каких-то льгот. Это менее такой перспективный для мотивации пласт, потому что любая реформа – это всегда изменение, это всегда, вот с этой точки зрения, это всегда стресс. А вот мы с вами
уже подходим к нашему такому основному вопросу, это доверие и отношение граждан к чиновникам. А вот как раз этой теме была посвящена вторая часть нашего широкомасштабного исследования, это контент-анализ средств массовой информации. И выяснилось следующее. Во-первых, уровень доверия населения к органам государственной власти действительно достаточно низкий. И что интересно, в нашей республике, надо сделать здесь отметку, что это не связано с рейтингом первых лиц. Это именно уровень доверия к органам государственной власти. Поэтому у нас он достаточно низкий. Если в среднем по России, в среднем по России небольшой, в среднем по России он составляет где-то 35, индекс составляет 35 единиц, то у нас в республике 33 единицы. Причем это улучшившаяся статистика, по состоянию на 2010 год было 30 единиц. Это был достаточно такой тревожный фактор. Но вот наши замеры показали, что в принципе это отражает действительно реальную ситуацию, то есть методика достаточно репрезентативна. С чем связан этот низкий уровень доверия? Во-первых, это многолетняя история. Посмотрите, пожалуйста, даже вот то, что у нас было в классической русской литературе, начиная с XIX века. Если там появляется чиновник, это абсолютное зло. То есть это такой негативный образ. Сразу. Это автоматически негативный образ. И, соответственно, в газетах, вот в средствах массовой информации, когда мы анализируем динамику употребления тех или иных терминов, очень интересно получается, что когда термин «бюрократ» и термин «чиновник» носят совершенно разную смысловую нагрузку. И когда мы говорим о служащих, вот это вот более нейтральный термин. И у нас получается, что в среднем граждане относятся к государственным служащим нейтрально. Но в то же время количество негативных оценок в средствах массовой информации, оно, даже в официальном средстве массовой информации, количество негативных оценок сравнимо с количеством позитивных. То есть это как бы формируемый негативный образ. Повысить уровень доверия населения таким образом достаточно затруднительно. Доверие складывается... Доверие — это что? Это когда человек доверяет, то есть он признает действия того, с кем он общается, правильными. И для этого этот образ, имидж нужно формировать. Мы не призываем, конечно, к тому, чтобы сейчас начать хвалить безудержно любые действия любых чиновников, это невозможно, но уровень удовлетворенности может быть повышен, население имеется в виду, может быть повышен с помощью таких, например, средств, как почаще публиковать более положительные примеры. Они есть, их можно найти, но их просто никто о них не знает. Но вообще это особенность госслужбы, она стремится как бы закрыться, хотя сейчас наша республика опять-таки занимает одно из первых мест по уровню транспарентности, то есть открытости. Но эта открытость носит некий односторонний характер. Наша государственная служба очень много публикует информации в одну сторону, но не принимает информацию от населения. Да, население воспринимает это как должное, население не понимает, не видит своего влияния на государственную службу. И, к сожалению, это очень частая тенденция, это свойственно не только для нашей республики, это общероссийская тенденция, и вообще это такая, это особенность характерная для классической модели бюрократии, когда государственная служба воспринимает себя по отношению к населению как ведущий субъект, а население воспринимается как ведомый, как подчиненный, как младший субъект в этих взаимоотношениях. Ну и в результате получается, что если чиновник относится к гражданам как к малоразумным субъектам, то, соответственно, и они к нему относятся соответствующим образом. Они все время выдвигают требования, но сами не готовы принять на себя ответственность. Вот это вот то, что у нас можно отметить по итогам нашего исследования. Таким образом, мы пришли сегодня к мнению, что необходимо наладить действительно эффективный механизм взаимодействия между обществом и властью, чтобы повысить доверие населения. Об этом мы говорили сегодня с нашей гостьей, кандидатом социологических наук, ведущим научным сотрудником Академии наук Республики Саха-Якутия Еленой Васильевой. Спасибо вам за